Работа управлений ГАИ и УБЭП Министерства внутренних дел признана удовлетворительной. Подробно о проведенной работе за отчетный период рассказали начальники управлений Батал Агарба и Денис Цвижба. К Баталу Агарба у членов правительства возникло немало вопросов. Спрашивали, например, как решается вопрос безопасности движения, когда по всей республике появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД, какие контрольные мероприятия проводятся для выявления недобросовестных сотрудников, в частности, как выполняется предписание президента Абхазии не останавливать без необходимости туристов. Батал Агарба отметил, что в этом направлении ежедневно ведется работа. Увеличилась процентность выявлений по статье 119, это управление транспортным деятельностью состояния в том числе, и это наши туристы. Мы эти мероприятия проводим в вечернее время в городах и районах, в городе Сухум, в городе Гагра, в Пицунде последнее время мы часто проводим эти мероприятия. И наши туристы тоже являются участниками дорожного движения, правила дорожного движения являются общими и одними для всех. Есть этот момент, о которых мы говорили в самом начале на совещании здесь в Кабмине, что есть предвзятое отношение к туристам, приезжающим на территорию Республики Абхазия, что по отношению к ним надо особый порядок быть. В этой связи проводится воспитательная работа с личным составом. С одной стороны, если говорить о стороне госавтоинспекции и управления ГАИ. С другой стороны, есть у нас служба собственной безопасности, которая ежедневно проводит оперативные мероприятия по выявлению данных фактов. После доклада начальника УБЭП Дениса Цвижба премьер-министр Геннадий Гагулия отметил, что работа управлений ГАИ и УБЭП имеет важное значение. Поэтому, признав деятельность этих учреждений удовлетворительной, премьер выразил надежду, что через полгода их работа будет более эффективной. Хотим сделать и заслушать отчет через полгода. И надеюсь на Галину Анатольевича, что больше внимания будет именно этим службам. Я не говорю, что другие службы лучше или хуже, но есть многое определяющее ГАИ и АБЭП. И надеюсь на все улучшения. Затем члены правительства приступили к рассмотрению кадровых вопросов и утвердили 18 назначений. Ираклий Тужба и Одиссей Бегвава назначены заместителями министра иностранных дел. Карине Паршина и Амиран Какалия вновь утверждены заместителями министра труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия. Амиран Какалия также утвержден председателем Фонда социального страхования и охраны труда. Рафаэль Ампар сохранил за собой должность заместителя председателя Госкомитета по физической культуре и спорту. Мурман Соломка и Тимур Дзыба также переназначены заместителями председателя Госкомитета по экологии и охране природы. Дмитрий Эник назначен заместителем начальника архивного управления, а Каму Милкумов – заместителем начальника Госуправления лесного хозяйства. Рауль Бейбе назначен заместителем начальника Государственного управления по транспорту, Лейла Качарава – заместителем начальника управления государственной статистики. На заседании Кабинета министров также утвердили директоров главных республиканских медиа-агентств. Даура Начкебия – директором Республиканского унитарного учреждения «Абхазское государственное издательство», Ренату Чагава – директором Республиканского государственного учреждения «Апснапресс», Юрия Кураскуа – главным редактором Республиканского госучреждения издательства «Газету Республика Абхазия» и Руланда Бганба – генеральным директором Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания». Кроме того, постановлением Кабинета министров одобрена программа мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Члены правительства также приняли решение о наделении Министерства здравоохранения правами собственника имущества республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация».